Это как раз то, с чего я хотел начать, это с такого небольшого отступления, которое, я надеюсь, поможет нам войти лучше в тот контекст, о котором мы с вами сегодня будем говорить, и будем в таком случае говорить через месяц, применительно уже к Михаилу Михайловичу Зощенко. Контекст этот выглядит примерно следующим образом. Современная историософия, ну не вся, а в таких ее наиболее смелых проявлениях, начала откровенно и последовательно говорить о том, что любой этнос на любой стадии его развития всегда делится на две неравные группы. В первую группу входит, в самую ограниченную, небольшую, самую динамичную группу, входят индивиды, которых можно назвать креативным классом. Люди, которые создают историю, люди, которые двигают время, люди, которые ставят перед собой и перед обществом цели, имеют в руках инструменты для достижения этих целей и поднимают общество на какие-то активные действия. Но это, еще раз повторяю, небольшая, креативная, смыслообразующая и целеполагающая группа людей. Остальная часть этноса, большинство, это люди, лишенные креативного начала, лишенные по самым разным причинам. Это могут быть даже социальные причины, когда насильственно лишают креативного начала определенную группу людей и так далее, ничего. Вот. Но в любом случае, эта группа, лишенная креативного начала, группа, живущая здесь и сейчас, но интересы которой располагаются либо в будущем, либо в прошлом. Здесь и сейчас этой группе людей, как правило, нет места. Вот когда наши политики говорят, да, народ бухтит, впустую бухтит, а он бухтит, потому что он не может не бухтеть, потому что современность его никогда не устраивает. Его устраивает либо то, чем он жил, либо то, чем он надеется прожить. Или мечтает прожить. И так далее. Эта группа, как правило, это группа индивидов, которые не живут за счет мимикрии, за счет приспособления к тому, что их окружает. Вот, ну, грубо говоря, надо на БАМ, ну хорошо, поехали на БАМ. Сказали бы, что надо Турксиб строить, будем Турксиб строить. Не надо БАМ строить и Турксиб строить. Хорошо, не будем БАМ и Турксиб строить. Надо с Украиной воевать. Пошли с Украиной воевать. Не надо с Украиной. Ну хорошо. Это вот как то в том самом анекдоте. Что можешь? Все могу. Копать можешь? Могу. И не копать тоже могу. Это та основа, та почва, тот плодородный слой, который сам по себе не способен порождать смыслы, не способен двигать историю, не способен двигать время, но который часто помимо своей воли, часто не понимая, чем он занимается, двигает историю и двигает время. Об этом, между прочим, очень хорошо, даже, может быть, не догадываясь об этом, сказали Ильф и Петров. В одном из небольших отступлений лирических в «Золотом теленке» мы читаем: «Чем только не занимаются люди. Параллельно большому миру, в котором живут большие люди и большие вещи, существует маленький мир с маленькими людьми и маленькими вещами. В большом мире изобретен дизель-мотор, написаны мертвые души, построена Волховская гидроэлектростанция, совершен перелет вокруг света. В маленьком мире изобретен кричащий пузырь «Уйди, уйди», написана песенка «Кирпичики» и построены брюки фасона «Полпред». В большом мире людьми двигает стремление облагодетельствовать человечество. Маленький мир далек от таких высоких материй, у его обитателей стремление одно – как-нибудь прожить, не испытывая чувства голода.
Единственная поправка, которую я могу внести, это совершенно замечательная, замечательные формулировки Ильфа и Петрова, это насчет большого и малого мира. Вот он тут перевернул ситуацию, выдавая желаемое за действительное, имея в виду, что охваченная всенародным, охваченная партией и правительством, народная масса в своем большинстве поддержала, подняла, взвела, начала строить и так далее, и так далее, и так далее. Как раз ситуация как раз выглядит совершенно наоборот. Но вот это замечание о том, что человек маленького мира думает прежде всего о том, как прожить, не испытывая чувство голода, это замечательная вещь. И вот в соответствии с таким делением, строго говоря, в 20-30-е годы разделилась и советская литература. С одной стороны, появились писатели вроде Булгакова, Зощенко, которые сосредоточили свое внимание именно на этих маленьких людях. Не на маленьком мире, а на маленьких людях. На тех, которые думают о том, как прожить, не испытывая чувство голода. Это я уже назвал Зощенко, Булгаков, там еще ряд других писателей можно назвать, но это самые яркие. И большая группа писателей, которые сосредоточились на изображении человека, так скажем, вот этого небольшого креативного класса. Людей, которые осознанно, сознательно стремятся изменить мир, у которых есть осознанные цели, у которых есть осознанные намерения, и которые как бы под своими действиями имеют некую идеологическую базу и в соответствии с этой базой работают. Вот к таким писателям относится совершенно абсолютное большинство советских писателей. Это и Островский с «Как закалялась сталь», это Катаев с «Время вперед», с замечательной повестью, совершенно замечательной повестью. Это Гладков с его «Цементом», который невозможно читать. Это Вишневский, это Алексей Толстой и Аркадий Гайдар. Аркадий Гайдар. Правда, Аркадий Гайдар, в отличие от всех, кого я сегодня перечислил, из этого мира выбирает самую, может быть, сложную группу – дети. И вот об этих детях, людей, строящих, сознательно строящих новый мир, об этих детях Гайдар рассказывает, а точнее даже не столько рассказывает, сколько, и вот тут я должен повторить то, что я говорил по радио, для меня основная заслуга Гайдара перед нами, всеми, заключается в том, что он не столько рассказывал об этих детях, сколько формировал тот тип советского ребенка, тот тип советского подростка, тот тип советского человека будущего, который встретили 41 год, выстояли и в конце концов праздновали победу в Берлине 45 года. При этом надо сказать, что и сам Гайдар относился к группе писателей очень специфической. Ну, в советскую литературу люди приходили по-разному, писатели приходили по-разному. Алексея Толстого просто купили, это уже на сегодняшний день совершенно известно, и он потом Ивану Бунину писал: «Ванька, приезжай, тут деньги и машины дают, чего тебе тут не жить, зачем ты в этих Парижах там своих обитаешь» и так далее. Кто-то приходил сознательно, кто-то приходил, мягко выражаясь, мимикрируя. Ну, раз власти такие, то куда деваться? Будем работать с этими властями и так далее. Гайдар относился, опять же, к очень небольшой группе советских писателей, которые, собственно говоря, к первому поколению, точнее, советских писателей, которых эта советская власть и породила. В значительной мере. Собственно говоря, ведь Гайдар начинает, сознательный, Гайдар как сознательный человек, начинается в 1917 году. Нет, вру, даже немножко раньше, но в принципе так оно по существу и есть.
он начинается, собственно говоря, складывается в процессе того, как формируется, складывается новая власть. А складывается она, как вы хорошо знаете, достаточно сложно, драматично, часто очень трагично складывается. И вот эти трагедии того времени, она, в общем-то, трагедии и победы того времени, они оставляют на Гайдаре очень глубокий отпечаток. При этом, и потом я к этой мысли чуть попозже вернусь, при этом надо будет подчеркнуть, что Гайдар, в отличие от большинства советских писателей, стоит как бы в стороне, собственно, идеологической борьбы, которая разворачивается в 20-е, 30-е годы в советской стране, в которой наши писатели принимают самое активное участие. Он стоит немного в стороне. В стороне он стоит в значительной степени потому, в значительной мере еще и потому, что, во-первых, и об этом мы тоже чуть немножко будем говорить, он знает, что такое драка, и он знает, чем эта драка часто заканчивается. Это во-первых. А во-вторых, Гайдар – это человек того поколения, которое пришло во взрослую жизнь, узнав, что такое кровь и смерть. Узнав, что такое кровь и смерть не теоретически, а практически. И сам в крови. И это его очень в значительной степени сдерживало. У него было ощущение вины. Огромной вины, ну, перед кем? Не персонально перед кем-то, а перед людьми вообще, перед обществом вообще. Вот это его участие в чоновском движении, это его командование, это его участие в гражданской войне. Причем, обратите внимание, он же участвует в гражданской войне не вот там, где фронт красных с белыми. Там еще можно как-то это полегче немножко оправдать. А он участвует в подавлении внутренних мятежей. На Урале, в Башкирии, в частности, в других областях. Он воюет с теми самыми крестьянами, которые, развесив уши, поверили большевикам, что те им землю дадут. Эти мужики землю взяли, а оказывается, не, ребята, все совсем не так, все совсем иначе. И он, участвуя в подавлении этих мятежей, подавлении этих восстаний, в подавлении этого внутреннего контрреволюционного движения, Гайдар и натворил много чего, и пережил, видимо, еще больше. И в отличие от многих других, которые приняли это все как естественное, как издержки гражданской войны, Гайдар всю свою жизнь нес внутреннюю вину, внутреннее вот это не рассогласование, связанное с этими эпизодами его биографии. И я думаю, что когда в 1941 году Гайдар отказался от предложения покинуть Киев, на который уже немцы наваливались, и вот-вот Киев займут, Гайдар ведь отказался покинуть Киев вместе, а там уже была сформирована группа писателей, журналистов, которые должны были, и улетели, в конце концов, из-под носа у немцев, буквально из Киева, который немцы штурмовали. Гайдар отказался, и отказ этот, и уход в партизанское движение, и в конечном итоге смерть Гайдара, это был шаг искупления. Его же не брали в армию, а он решил таким образом принять участие в войне не пером, а как он научился во время гражданской войны. В чем он как попал? В чем он попал? Доброволец. Он пошел добровольно в Красную армию. Ну, в Красную армию. Да. А именно в эти войска? А там ведь добровольно, там ведь не спрашивают. Ну вот я о том. Да. Он не был добровольцем ЧОНа. Да. Он был добровольцем Красной армии. А там уже судьба так распорядилась, что он попал в эти самые части особого назначения.
Вот. Собственно говоря, и смерть Гайдара была, вот, как мне представляется, в значительной степени вот искуплением этой вины. Но это то, что касается психологической и биографической части нашего разговора. Теперь поговорим уже, собственно говоря, о том мире, который выстраивает Гайдар. Правда, тут опять надо сделать небольшое отступление. То поколение большевиков, которые, собственно говоря, спровоцировали революцию, это было поколение теоретиков. Это было поколение людей, которые исходили из довольно жестких, строгих, совершенно определенных идеологических посылок. Они знали труды Маркса, они знали труды Энгельса, они знали труды многих других философов и так далее. И когда революция произошла, оказалось, что все эти труды и все эти их знания, они почти ничего не стоят. Потому что практика, во-первых, разошлась с теорией, а во-вторых, теория не давала ответа на самые главные вопросы. А как человек будет жить? А какие отношения между людьми должны выстраиваться? А как жениться? Как разводиться? Как детей воспитывать? На это все Маркс ответа не давал. И начался вот этот очень интересный, невероятно плодотворный, но очень такой же невероятно сложный период 20-х годов, когда большевики пошли методом тыка. Вот попробуем так, попробуем это, попробуем пятый, попробуем десятый. Ну, в экономике это совершенно наглядно было. Вот попробовали военный коммунизм, не получилось, голодно. Попробовали НЭП. Вроде отъедаться стали, но Непман стал садиться на шею. Хорошо, свернули НЭП. И только тогда пришли к мысли о плановом хозяйстве. И только тогда пришли к мысли о плановой экономике. И только тогда пришли к мысли о необходимости как-то организовывать крестьян. И тогда пришли к мысли о колхозах и так далее, и так далее. Вот такой же разброд, уже я сужаю тему, приближаясь потихоньку к Гайдару, такой же разброд и такие же шатания были в представлениях о том, что с детьми делать. Я не имею в виду, что делать с беспризорниками. Понятно, их надо вылавливать, раздавать по семьям. Ну, в те времена это почти немыслимо было, а в детские дома отдавать там и так далее. А там-то что с ними делать? А как их учить? А как их воспитывать? А чему их воспитывать? И чему их учить? Ответов на эти вопросы не было. Те руководители знали, как не надо, а как надо, никто себе представления не имел. И тогда потихоньку родилась такая, и стала входить в практику, такая, как это можно сказать, родился инструментальный подход к ребенку. Мысль была самая простая, она, слава Богу, была взята еще у просветителей 18-го, начала 19 века. Ребенок – это пустой сосуд. И все зависит от того, что мы в этот сосуд нальем, в каких пропорциях, в каких объемах и так далее, и так далее. И ребенок в данном случае мыслился как объект прямого воздействия. Объект прямого воздействия, причем объект очень важный. Вот это большевики прекрасно себе понимали. Они понимали, что сегодняшний ребенок, завтрашний строитель социализма или враг социализма. И тогда надо четко определиться, кем он будет и как из этого ребенка делать будущего строителя
социализма. Поэтому советская власть в 20-е, начале 30-х годов, и не только и в 30-е годы, отчасти даже это было и в 40-е годы, активно занялась тем, что можно назвать эмансипацией детей и стариков. Вот это тоже очень умный шаг был. Правильно говорят, старый, что малый. Они это равновесие четко осознавали и четко выдерживали. Первые должны рано взрослеть, рано приобщаться к труду, рано, как можно раньше получать некие практические навыки, как можно раньше включаться в социальную жизнь, а вторым надо продолжить молодость. Не выводить их из социума, а оставлять в социуме, сохранять в социуме, продолжать их активную социальную жизнь, продолжать их деятельность. Гайдар ловит эту тенденцию, ловит это направление. С одной стороны, инструментальный подход к ребенку, а с другой стороны, подход, который обязательно связан с как можно более ранним избавлением ребенка от инфантильных качеств, как можно более раннего взросления этого ребенка. И он строит вот тот мир, в котором главные герои – дети, свой литературный мир, по тезису, который очень хорошо сформулировал Гейко из «Военной тайны». Босоногая диктатура. Вот об этой босоногой диктатуре мы сегодня с вами и будем говорить. К драме и искуплении Гайдара забыл одну замечательную цитату из дневника его. «Снились люди, убитые мною в детстве». Вот надо, думая о Гайдаре, надо всегда помнить, что это был почти ребенок, который вынужден был убивать других людей. Снились люди, убитые мною в детстве. Итак, что же это за мир, который строит Гайдар в своих книгах? Ну, должен сразу сказать, во-первых, это мир очень обаятельный. Это мир очень расположенный, в значительной степени расположенный к людям. Это мир, так скажем, не принуждения, а убеждения на примерах. Лучший эпиграф, вот если спросить, вот как одной фразой охарактеризовать вот тот мир, который выстраивает Гайдар. Вот лучшая характеристика, лучший эпиграф, это опять же из «Военной тайны». В ту светлую осень крепко пахло грозами, войнами и цементом новостроек. Вот она. Ну, грозы опускаем, хотя они тут эмоционально очень важны. Войны и цемент новостроек. Мир Гайдара вот парадоксально объединяет в себе тревогу и спокойствие. Он одновременно опасен и спасителен, жесток и добр, мрачен и светел, и всегда движется от негатива к позитиву, через некую поворотную точку. Вот, если вы будете просматривать судьбы всех, любого героя Гайдара практически, и ребенка, и не ребенка, и взрослого человека, то там будет обязательное движение большинства, по крайней мере, этих героев, и практически всех детей от плохого к хорошему, от негативного к позитивному, но обязательно через некую поворотную точку, через некий эксцесс, через некий случай, который открывает этому герою глаза. Так герой школы оказывается среди разведчиков-анархистов
не исполнивший приказ командира, и вступает в партию большевиков и обретает себя в новой семье. Это из школы. Помните этот эпизод? Он воюет вместе в отряде анархистов, вернее, не в отряде, а в подразделении, которое состоит из анархистов. И командир у них там анархист. И они там что-то... И ему и нравятся эти ребята, ну, веселые, буйные, смелые, отчаянные и так далее. А с другой стороны, он видит, что командир-то к ним относится с большим сомнением. И вот он в точке выбора и никак выбрать не может. Но когда там совершается некое совершенно уже нехорошее действие, герой принимает для себя решение. Все, он уходит из этого подразделения, пишет заявление в партии, все, поворот произошел. И теперь уже это сознательный боец. Герой РВС, когда он прозревает. Вот он живет как обыкновенный ребенок. Ничего, ни о чем особо не заботясь. Но когда он встречается с раненым командиром, когда начинает опекать, оберегать его и думать о том, как его спасут, вот здесь происходит момент взросления, и герой до и после этой встречи, это уже совершенно два разных человека. Там был ребенок, а здесь уже подросток, уже взрослеющий человек. Герой судьбы барабанщика. Тот же самый переломный момент, это вот выстрел в преступника. Этот самый выстрел прерывает фактически цепь ошибок, которые привели героя к этой ситуации и к общению с этими преступниками. И после этого перед нами уже опять другой герой. Надка в военной тайне начинает жить по-новому после гибели Альки. Алька погибает, и перед нами открывается совсем другая Надка. Повзрослевшая, возмужавшая, созревшая, трезво смотрящая на мир и так далее. Гайдар как бы очень аккуратно внушает ребенку, своему читателю, он ориентируется прежде всего на ребенка, ты не один, тебе всегда помогут. Главное преодолеть себя, встать на правильный путь и найти правильных помощников, которые всегда рядом. Герои Гайдара живут между двумя войнами. Между гражданской войной, которая уже отгремела, а которая осталась, хотя и свежая, но уже память, и какой-то будущей войной, которая вот-вот должна начаться, которая вот где-то там уже на границах начинает погромыхивать. В военной тайне об этом сказано. На каждой большой станции бросались за вечерними газетами, за свежими газетами. Газет не хватало. Пропуская привычные сводки и цифры, отчеты, внимательно вчитывались в те строки, где говорилось о тяжелых военных тучах, о раскатах орудийных взрывов, которые слышались все яснее и яснее у одной из далеких границ. Это пока еще отдаленный гром войны, но он играет в этом гайдаровском мире совершенно отчетливую такую мобилизующую роль. Мирную передышку надо использовать для того, чтобы дети, взрослые-то уже готовы, успели подготовиться к будущей неизбежной войне. Все дети у Гайдара готовятся к будущей неизбежной войне. Поэтому герои Гайдара часто вооружены, умеют или учатся пользоваться оружием. Это вот тоже такая красная линия в гайдаровском мире. О Владе Сташевском из военной тайны сказано: если когда-нибудь этот Владик по-настоящему вскинет винтовку, то ни пощады, ни промаха от него не будет. Все, он уже готов. Нужен только момент, когда возникнет необходимость поднять винтовку по-настоящему, и тогда он будет стрелять так, что пощады никому не будет. Оружие всегда привлекательно для детей, но у Гайдара оно не только привлекательно, оно и доступно.
Вот Чук, если помните, заначивает патрон. Первое, что он делает, когда там открываются эти самые недра, первое, что он делает, он заначивает патрон. Другой герой, ослушавшись матери, не выбрасывает патроны, там остался куча патронов, он их складывает в ящик, уносит куда-то там на огороды и потом взрывает их для того, чтобы испугать бандитов. Герой «Судьбы барабанщика» случайно находит пистолет, но этот случай принципиально важен, потому что этот пистолет сыграет потом по сюжету чрезвычайно важную роль. Герой школы получает в подарок этот сам миниатюрный маузер, детское оружие, миниатюрный маузер. Вот. Пистолет и сабля запросто лежат в доме дяди Тимура, и Женя, вооружившись этим всем, значит, встает перед зеркалом и жалеет, что нет фотографа, а то бы она сфотографировалась и сказала, что это она у папы на фронте там, или в армии. Само по себе это не имело бы, может быть, особого значения. Еще раз повторю, все дети вот к оружию чрезвычайно прикованы, что называется. Если бы не одно очень важное обстоятельство. Оружие вызывает в детях, у гайдаровских детях особое состояние. Взяв его в руки, они переживают своего рода момент истины. Вот в «Судьбе барабанщика» поразительное место. И только когда я до него дотронулся, до пистолета, как стало тихо-тихо, воздух замер, и раздался звук, ясный, ровный, как будто бы кто-то задел большую певучую струну, и она, обрадованная, давно никем не тронутая, задрожала, зазвенела, поражая мир удивительной чистотой своего тона. Звук все нарастал и креп, а вместе с ним вырастал и креп я. Оружие укрепляет. Оружие придает какую-то новую силу. Владение оружием проясняет мир, делает его понятным. И делает понятным, что тебе нужно делать, как тебе нужно поступать. Это ребенок, которого Гайдар заставляет рано повзрослеть. Он уже не совсем ребенок, а может быть уже и совсем не ребенок. Все взрослые у Гайдара положительные, все положительные герои взрослые у Гайдара прошли через гражданскую войну. Там они либо делятся эти герои на две группы. Это либо те герои, которые подружились во время гражданской войны и сохранили эту дружбу в мирное время, либо у них есть какая-то общая память о каких-то событиях гражданской войны. И для Гайдара, и для детей гайдаровских участие в гражданской войне или причастность к гражданской войне – это знак качества. Все. Если человек участвовал в гражданской войне, он не может быть плохим по определению. И у Гайдара вы не найдете ни одного отрицательного героя, который бы проходил через опыт гражданской войны. Только положительные герои. Сильные позиции в этом мире занимают вообще военные, которые сегодня защищают Родину. Вот если помните, в Тимуре и его Гайдаре две сестры буквально обожествляют своего отца, и Тимур, который не знает об этом человеке практически почти ничего, заранее как бы по инерции тоже относится к нему как к божеству. В других вариантах, опять же, сильные позиции занимают люди профессий, близких к военным профессиям. Инженеры там очень ценятся, геологи-разведчики, потому что они еще, помимо всего прочего, разведчики. Вот. Отец Альки едет на Дальний Восток, где уже погромыхивает будущий конфликт с Японией, и это придает ему особый статус, особую значимость. В Тимуре и его команде по дачному поселку постоянно перемещается военный транспорт. В песне Ольги грозно-военное предстает милым и родным. Вот
Это вот это, собственно, гайдаровский ход. Она поет: крылья краснозвездные, милые и грозные. Вот соседство, да? Милые и грозные. Все, что связано с войной, все, что связано с защитой Родины, оно все носит два эмоциональных оттенка. Это сильное и грозное, но это наше родное. Это мое родное, это неотъемлемое от меня. Дети у Гайдара очень часто оказываются свидетелями военных учений. Тоже такой постоянный рефрен у Гайдара. В других вариантах, вернее так, в любом случае, бывшие, настоящие, потенциальные военные – это, как я уже сказал, знак качества и образец для подражания. Даже сторожевая военная собака вызывает прилив чувств, похожих на отношение к человеку. И дети, и военные у Гайдара всегда образуют очень устойчивый и счастливый союз. Устойчивый и всегда счастливый союз. Не только дети нуждаются в опеке и защите взрослых, но и военным, взрослым почему-то нужно преподать к вот этому теплому, мягкому, детскому началу. Этот симбиоз у Гайдара нерасторжимый симбиоз. И это его отличает от других советских писателей, для которых детский мир и взрослый мир все-таки всегда отделены. Эту позицию очень точно усвоила советская идеология, и уже в послевоенное время пели, может быть, даже кто-то из здесь присутствующих пел: «Пятиконечная звезда и красный галстук рядом». Пятиконечная звезда и красный галстук. Симбиоз, неразрывный союз. Часто это еще и союз отца и сына, или отца и дочери, или дочерей, двух дочерей, как в Тимуре и его команде, которые крепко и нерушимо дружны навеки, как сказано в «Судьбе барабанщика». Сыну хочется поцеловать, ну да, это потом попозже про этот эпизод. Так вот, в сознании читателя Гайдара внедряется еще одна мысль. Война неизбежна, но ты не бойся. Рядом те, кто уже знает вкус и рецепт победы. У нас сильная армия. Учись стрелять и защищать советскую родину. Будь готов вместе с отцами защищать эту самую советскую родину. Обратите внимание, Гайдар любит трудных детей. Ботаники его мало интересуют. И понятно почему. И еще, при всем том, что военная тема очень настойчиво присутствует практически во всех произведениях Гайдара, гайдаровский мир лишен милитаристского начала. Там нет бряцания оружием, там нет вот этой нагнетания ненависти к врагу и вообще педалирования какого-то конкретного противостояния наших и не наших, нет военно-патриотической истерии, нет презрительного отношения к смерти. Это такая целомудренная мужественность и сдержанная чувственность. Вот основные эмоции, которые двигают в этом смысле героями Гайдара. Итак, и мир, и человек у Гайдара движутся, это генеральная линия движения, от негатива к позитиву, от плохого к хорошему, от неприемлемого прошлого к светлому, прекрасному будущему. И это движение всеохватно. Оно затягивает и индивидуальные судьбы, и судьбы всей страны. При этом, несмотря на грядущую войну. Вот завтра война, но все равно наше будущее светло и прекрасно. За каждым очередным поворотом обязательно открывается новая, еще более светлая даль у Гайдара. Вот рассказчик из голубой чашки. Повернули мы в самое хорошее далеко. Вот.
до того, как повернули, было хорошее далекое, а когда повернули, там открылось самое хорошее далекое. Можно вопрос? Да, Про Тимура, вот третья часть же «Клятва Тимура», да, называется? да. Вот, там его образ как-то меняется, по-моему, он как будто бы не совсем такой положительный, либо, по крайней мере, Женя как-то в нем разочаровывается. А Квакин как раз у них становится более таким положительным персонажем. То, что Квакин становится положительным, А это почему они тогда с так Тимуром оно и должно произойти. А вот насчет Тимура не знаю, я подумаю. Пока говорим, подумаю. Вот, при этом Гайдар вот об этом пишет очень аккуратно. Вот в военной тайне отец Альки решает проблему снабжения лагеря водой. Вот отец героя судьбы барабанщика ударно взрывает скальные породы на строительстве Беломорканала. Вот колхоз после разоблачения вредителя встает на ноги. Вот заброшенный полустанок превращается в огромный завод по производству алюминия. Из мира Гайдара вытеснен негатив. Он всегда где-то на периферии. Он всегда единичен, точечен и не определяет основной логики повествования. Негатив всегда присутствует в образе прошлого. Никак не в образе настоящего, и уж тем более не в образе будущего. Вот в «Голубой чашке» совершенно лирическая вещь, да, аполитичная, слушай, вещь. Но вот папа и дочь встречают папа и смотрят на него, и обсуждают его, а обсуждают так, как перед ними вот какое-то явление из прошлого, из другого мира. Оно совершенно не вписывается в это, оно абсолютно не органично в этом мире. Оно привязано к тому прошлому, и каким образом оно тут оказалось, становится совершенно непонятно. Мир хорош потому, что он почти полностью советский. Гайдар об этом говорит совершенно открыто и не стесняясь. Посмотрите, «Голубая чашка». Опять же, вроде аполитичный текст, слушай, да? Но, тем не менее, и тысячами ярче, чем флаги в 1 мая, синие, красные, голубые, лиловые окружали елку, душистые цветы и стояли, не шелохнувшись. Мир прекрасен сам по себе. То ли он прекрасен, потому что советский, то ли он советский, потому что он прекрасен. Вот тут у Гайдара как бы трудно определиться. Идея жажды жизни, жажды полноценной жизни и императив «будь счастлив» у Гайдара всегда соединен со смертью. Вот это еще один очень важный момент, который надо помнить. Войны еще нет, как мы уже говорили, но смерть всегда рядом. В этом смысле война у Гайдара никогда не заканчивается. Герои постоянно рискуют быть убитыми или вынуждены убивать. Убивает белогвардейца герой школы, как мы уже говорили. Убивает бандита герой судьбы барабанщика. Гибнет мальчишки-бальчиш, а вслед за ними Алька гибнет. Смертельно рискует, спасая красного командира, герой рассказа РВС. Другой герой находит труп убитого вредителя, вредителями председателя колхоза. Но вот парадокс. Смерть у Гайдара как бы не страшная, потому что она не эксцесс, а неотъемлемая часть жизни. Герой школы. Когда будет бой, я нарочно не буду нагибаться. И если меня убьют, то тоже ничего. И мать заплачет, и повесит мой портрет рядом с отцовским, а новая светлая жизнь пойдет своим чередом мимо той стены. Помните, как у Светлова? Отряд не заметил потери бойца. Они все живут вот этим. Если я погибну, то в этом нет ничего страшного. В этом нет личной трагедии. В этом нет трагедии вообще. Потому что моя смерть не прерывает вот это вот поступательное движение.
А вот что происходит в пионерском лагере вскоре после известия о том, о гибели Альки, любимца лагеря. Послушайте, с одной стороны это страшновато, но тут есть над чем подумать. Еще не везде смолкли печальные разговоры, еще не у всех остыли заплаканные глаза, а уже исподволь, разбивая тишину, где-то рокотали барабаны, уже рассевшись на бревнах, дружно и нестройно, как всегда, запели свою песню «Октябрята», и уже перекрикались голоса над берегом, аукали в парке и визжали под искристым холодным душем. Герой Гайдара не испытывает, вернее, способен испытывать боль от потери, но эта боль очень быстро проходит. Это боль мимолетная. Эта боль не разрушает его изнутри, не останавливает его. Жизнь очень быстро, у Гайдара, жизнь очень быстро затягивает любую рану. В том числе и рану в душе, которая возникла в результате смерти кого-то из героев. Старое быстро замещается новым. Новыми впечатлениями, новыми делами, новые работы, в которые герои Гайдара погружены с головой. Кстати, герои Гайдара всегда заняты по горло. Работа мешает отцу Альки чаще видеться с сыном, хотя потребность в общении между ними огромна, что называется. Отец Ольги и Жени, который не был дома 3 месяца, может приехать к ним только на 3 часа. Вот это стремление сделать сейчас и здесь как можно больше, как можно основательнее поработать на будущее, вот и заставляет их не замечать потери бойца. Тем более, что бойцу всегда есть замена. Это тоже важный момент. Это вот мы сейчас переходим, собственно говоря, к формированию советского сознания. Любой потере всегда есть замена. На смену Альки приходит Владик Дашевский. Он занимает практически место Альки и так далее. Вот этот же момент заставляет детей у Гайдара не просто ждать войны, но с нетерпением ждать ее, хотеть ее. Война для них момент инициации. Война, они это интуитивно понимают, поможет им встать в строй полноценных строителей нового мира. Поэтому они хотят ее, они ждут ее приближения, они ждут ее наступления. Они не боятся ее, они открыто смотрят в такое будущее. Более того, они абсолютно уверены, что эта надвигающаяся война будет последней войной, после которой наступит всеобщее счастье, всеобщий социализм. И еще один очень важный момент, кстати, может быть, тут будет отчасти ответ на ваш вопрос про Тимура. В мире Гайдара живут герои, возможные только при одном допущении. Как если бы советский мир никем не был руководим. Усвоили? Этот мир существует так, вернее как, этот мир существует сам по себе. Он никем не руководится и не направляется. Вспомните драму кто написал про краснодонцев? Фадеев. Помните драму? Руководящую роль партии. Совершенно верно. Первая редакция романа Иосиф Виссарионович Шо. Почему здесь не отражена руководящая роль партии? Товарищ Фадеев неправильно написал роман. И Фадеев переписывает роман. А Фадеев, видимо, тоже вот уловил вот этот самый момент, когда
Люди самоорганизуются. У Гайдара люди всегда самоорганизуются. Не их организуют, а они самоорганизуются. Так самоорганизуется отряд Тимура. Так соорганизовываются другие герои Гайдара. Мир, который он описывает, это мир, в котором живут сознательные люди и живут совершенно осознанно. Они сами принимают правильные решения. Они сами совершают правильные поступки. Вот это вот единство правильного мира и правильного человека в этом правильном мире, оно-то как раз и исключает чью-либо там вообще какую-либо руководящую роль. Старшие, между прочим, тоже повинуются некой высшей воле, которая не персонифицирована, которая не персонализирована. Они откуда-то знают, что надо делать и как надо делать. Прямого присутствия власти у Гайдара нет. Это удивительно, если иметь в виду, что значительная часть произведений Гайдара была написана в 30-е годы, когда там из каждого рупора, из каждой газеты, из каждого утюга неслась руководящая роль Всесоюзной коммунистической партии, и наш вождь товарищ Сталин, и так далее, и так далее. У Гайдара ничего этого нет. Он рисует как бы совсем другой мир. Они все делают по велению сердца. Так, как и подсказывает ум, и как велит сердце. Отсюда удивительные вещи. У Гайдара нет ни пионерии, ни комсомолии. Ну уж я же не говорю про коммунистию. Это чуть не сыграло с Гайдаром очень плохую роль. Очень, вернее, злую шутку. Дело в том, что ведь первая редакция Тимура и его команды, это была пьеса, была остановлена цензурой. Донос пришел на Тимура и его команду. В чем смысл доноса? А вот гражданин Гайдар в своем произведении рассказал о тайной группе, о тайной организации детей, которые, может быть, и он противопоставляет эту тайную организацию нашей пионерской организации. И на какое-то время шли разборки, слава Богу, как-то удалось Гайдару из этих разборок выскочить, и тем не менее, а так бы могло случиться с ним то же самое, что и с Фадеевым, а может быть еще и хуже, чем с Фадеевым. Фадеева все-таки Сталин решил не трогать, слишком большая и важная фигура, а с Гайдару могли голову свернуть запросто. Мир, Гайдар говорит, мир, который мы строим, организован правильно. И он сам направляет всех, и детей, и взрослых, в правильную сторону. Отсюда, вот, кстати, еще одно удивительное качество гайдаровских героев – подлинность и обаяние этих героев. Они правильные не потому, что они учебник выучили, не потому, что они урок выполнили, не потому, что они правильно задачку решили. Они правильные по внутреннему своему содержанию. Еще я вам... Нормально? Еще один парадокс. Вот мир у Гайдара организован правильно, потому что в нем ослаблены родственные связи. Вот это тоже очень важный момент. Вообще Гайдар делает как бы открытие за открытием. Семья у Гайдара чаще всего неполная. Отец и ребенок. Чаще всего. Связь с отцом всегда крепче, чем связь ребенка с матерью. Отец часто не рядом, где-то далеко. В армии, в командировке, в отсидке, как отец в этой повестушке.
на работе. Но связь с отцом остается. И она остается не как кровная, а как идейная, надсемейная связь. Вот эпизод, который в свое время вышибал у меня прям слезу. Алька с отцом, наконец, они встретились. И вот они сидят на берегу моря, обрывистом берегу моря. Вот Алька с отцом поют гимн Коминтерна. Заводы вставайте, шеренги смыкайте, на битву шагайте, шагайте, шагайте. Папка, от чего это, когда мы поем «Заводы вставайте» и «Шеренги смыкайте», то все хорошо и хорошо. А вот как допоем до товарищей в тюрьмах, в застенках холодных, то ты все лежишь и глаза жмуришь. От чего же всегда? Солнце в глаза светит, от того и жмурю. А когда луна? А когда луна, то от луны. А когда ни солнца, ни луны, ни звезд, ни луны, громко и уже настойчиво повторил Алька. Я и сам знаю почему. Он вскочил, протянул руку, показывая куда-то под обрыв вниз на серые камни. Молча взглянул на отца и быстро поднял руку, точно отдавая салют чему-то такому, чего удивленная Надка так и не смогла увидеть. Они убежали, Алька и Надка. Чуть позже Алька и Надка убегают. Сергей, отец, постоял, подошел к обрыву, куда только что молча показывал Алька. Он поглядел вниз и тоже улыбнулся, как будто бы и он что-то видел там между глыбами серого влажного камня. На первый взгляд ничего не понятно, если не помнить, что мать у Альки, жена Сергея, революционерка, там, поднимает румынский пролетариат на революцию, и что она в какой-то момент тайно переплыла реку и повидалась с семьей, а когда обратно возвращалась в Румынию, ее подстрелили и забрали в тюрьму, и там она в тюрьме погибла. Что объединяет Альку и отца? Не кровное родство, а то единство, которое объединяет этих людей на уровне не семейном. Они единомышленники. Они люди одной мысли. Они люди одной темы. Они люди одной задачи. Поэтому отношения с ребенком у отца, у Гайдара всегда не отцовская любовь и сыновняя любовь, а дружба и товарищество. Вот Алька осознает себя товарищем своего отца и товарищем своей матери. Мы братья по идее, мы братья по задачам, которые перед нами стоят. А вот это братство, вот это единство у Гайдара, оно всегда выше кровного. Кровное портит человека, кровное ограничивает человеческие возможности. Вот поэтому, между прочим, еще мир Гайдара – это в основном мужской мир, мальчишеский мир. Вот интимным чувствам, любовным отношениям здесь практически нет места. Здесь Гайдар начинает краснеть, заикаться, тыкаться, мыкаться. Он не умеет просто их изображать. Поэтому девчонки у него, девчонки-сорванцы. Девчонки больше похожие на мальчишек. Вот как Женя из Тимура и его команды. Самые хорошие мамы у Гайдара – это мамы, о которых либо вообще не упоминается, их как будто бы и нет, либо мамы, которые воспроизводят поведение отца. Вот в Чук и Гек в этом смысле самый наглядный показатель. Тут мама, она и мама, и отец. И может быть отец даже больше, чем мама. То же самое мама Альки. Вот она соратник. В голубой чашке мама любит и дочь, и отец. И там вот голубая чашка – это самая лирическая, наверное, вещь у Гайдара. И там вот вроде присутствует вот это вот человеческое чувство, человеческая любовь и так далее.
но дружба, но вот отношение отца и дочери дополняется, надстраивается дружескими отношениями. И они гораздо важнее в этом смысле. Он выполняет такую роль проводника дочери в большой мир. Мама этой роли, этой функции не может почему-то выполнить. Отсюда, между прочим, вот это самое замечательное место, которое можно, у Гайдара, которое можно понимать очень расширительно. Как у вас кликнут, так у нас откликнутся. Как у вас запоют, так у нас подхватывают. Команда заменяет семью. Вот эти горизонтальные связи, которыми объединяются люди, которые настраиваются над кровными, родовыми там, и так далее, они вот объединяют людей. Одиночество гайдаровские герои переносят очень трудно, переносят очень плохо. Они его осмысливают как испытание или как наказание, а по-другому никак. Вот саморефлексии там нет. Там нет углубления в себя, там нет попытки понять себя, там действует в основном внешний человек. Внутреннего человека у Гайдара нет. Есть внешний человек, который реализует себя в слове и в поступке, но в внутреннем монологе, во внутреннем взгляде он себя не реализует. Внутренний взгляд ему совершенно, взгляд на себя совершенно не нужен. И вот у Гайдара вот мир прекрасен в значительной степени еще и потому, что вот эти индивидуальные воли, правильные воли, сливаются в вот такую единую симфонию воплощенного коллективного духа, который в перспективе должен охватить весь мир. И по Гайдару вот идеал – это весь мир, объединенный вот этими вот горизонтальными связями, содержание которых определяется единством взглядов, единством представления о целях, о задачах и общих и так далее. И снова как бы вот тот же самый рефрен, который я уже произносил. Гайдар снова говорит о том, что ребенку ты не одинок. Ты окружен друзьями, товарищами, готовыми поддержать тебя и укрепить тебя. Вот это удивительная вещь. Гайдар делает то, чего, к сожалению, и Гайдар, и вместе с ним, и в значительной степени вслед за ним советское государство делало то, чего оно не делает сегодня. Оно объединяло людей вот этими внеродовыми связями, оно объединяло людей вот в эту симфонию не единомыслия, а добровольно, осознанно выбранного пути к осознанно выбранным большим настоящим целям. Ведь герой Гайдара никогда не ставит вопросы там о, как это сейчас говорят, забываю эту новоязовскую фразу, личный успех. Или как он еще называется? Личностный рост. Вот. Личностный рост. Они не пользуются даже не только этими понятиями, они этими явлениями не пользуются. Потому что у них личностный рост есть следствие общего роста, общего развития, общего движения. К сожалению, мы поменяли это все на личностный рост. А как будто в вакууме ребенок должен расти. Как будто бы вот то, что вокруг него, уже не имеет никакого значения. Мало ли там, что там происходит, как происходит, почему происходит. Нет, ты вот личностно расти. Вот они и вырастают. Страшно глянуть. У Быкова есть прекрасная лекция о Гайдаре, но вот в одном месте я с ней, пожалуй, не могу согласиться. Быков говорит о том, что Гайдар строит мир, которого нет в реальности. Вот неправда это. Я скажу это по-другому. Он строит мир, который защищает ребенка от взрослых проблем и одновременно готовит ребенка к участию в решении этих
проблем. И он не умаляет эти проблемы. Мир Гайдара далек от идиллии. Это вот не знаю, не детская утопия. Он внутренне, как мы уже с вами говорили, тревожный, напряженный. Даже в голубой чашке эта внутренняя тревожность и напряженность присутствует. Конечно, Гайдар в какой-то мере упрощает реальность и стремится к тому, чтобы ребенок вошел во взрослый мир крепким, уверенным в себе, в социуме, в котором он живет, в общем будущем, которое строится, защищается и укрепляется солидарными усилиями вот этих самых индивидуальных воль, индивидуальных намерений. Вот Натка вспоминает Алькину военную тайну, помните? От чего бились с Красной Армией 40 царей до 40 королей? Бились, да только сами разбились. Это давно было, это давно бились, подумала Натка. А пусть попробует теперь. Или пусть покажут еще, подождут еще, пока подрастут Владик, Толька, Иоська, Баранкин и еще тысячи, миллионы таких ребят. Надо работать, думала Натка, надо их беречь, чтобы они учились еще лучше, чтобы они любили свою страну еще больше. И это будет наша самая верная, самая крепкая военная тайна, которую пусть разгадывает кто хочет. Подросли. Спасибо.